Всего доброго. До свидания. Пока мы беседовали с Сергеем Нефедовым, к нам присоединился Руслан Кутаев, это лидер Организации народов Кавказа. Да, вот Ассамблеи народов Кавказа. Да, Да. Назовите сами как. Руслан Кутаев, президент Ассамблеи народов Кавказа. И недавно у нас была конференция, съезд, и там меня избрали председателем Координационного совета Союза народов России. Сегодня мы здесь находимся на прогулке, кормим голубей и в то же время не забываем сообщить хабаровчанам и белорусам, что мы с ними солидарны, что мы за них переживаем, что мы всегда мыслими с ними и поддерживаем их требования. Руслан, вот, как говорится, на ловца и зверь бежит. Дело в том, что в недавних своих репортажах мы поднимали вопросы Чечни, и не секрет, что вот для русских, для россиян Чечня является, каким-то таким вот, что ли, объектом устрашения, что ли, вот, как чем-то таким, к чему относятся с недоверием. Вот, Я немножко сформулирую, да. Чеченская республика и чеченцы – это некое пугало, которое изображает российская власть. Иногда они им пугают, а в другой раз они им заигрывают, имеется в виду чеченским регионом. А в целом чеченский народ – потрясающий народ, уверяю вас. И что? Знаете, вот как раз недавно я через социальные сети общался с одним юношей, чеченцем, и хотя мы с ним разговаривали на религиозные темы, все равно тема как-то перешла на политику, и он мне сказал, что, в общем-то, чеченцы в массе своей не любят Кадырова. Так ли это? Я всегда говорил и повторяю, когда какие-то правонарушения, преступления, деньги, роскошь Чечни говорят, я говорю всегда, разделяйте. Есть Кадыров, его окружение и его власть, и есть чеченцы. Это две совершенно несовместимые вещи. И поэтому этот юноша говорил правду. Могу смело сказать, сторонников режима власти Кадырова очень мало в Чеченской Республике. Чеченская Республика, чеченцы в целом это люди, которые имеют абсолютно противоположное мнение по всем событиям и вообще по жизни, что сегодня происходит в стране. А как вообще сейчас живут простые чеченцы? Как и в России, простые чеченцы живут плохо. А касаемо их безопасности, это тревожно, потому что захватывают, это в принципе не уменьшилось, могут в любое время увезти, могут захватить, могут посадить, подкинуть наркотики, просто по надуманному предлогу могут все что угодно сделать. И поэтому в Чеченской Республике люди живут значительно хуже, чем в любом регионе российского государства. Каково отношение чеченцев, и не только чеченцев, ингушей, дагестанцев и других народов, карачаев, черкесцев, к России, к русским? Ведь у многих на памяти войны. В отличие от русских, к сожалению, в большинстве своем кавказские народы, они политизированы, а вообще чеченский народ, он невероятно политизирован. Очень многие у меня спрашивали, они удивлялись, они говорили, слушай-ка, 2 войны, 300 тысяч убитых, и чеченцы не имеют злости к русским. Почему? И вот вы этот вопрос задаете. Это касается всех кавказцев. Чеченцы разделяют русских и российскую власть. Российская власть сегодня не имеет никакого отношения к русским, я это ответственно говорю, потому что русские сами не меньше страдают. Русские не имеют ничего от тех полезных ископаемых, которых сегодня огромное количество на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале. И поэтому чеченцы и кавказцы понимают и осознают, что русские являются такие же заложники, как и другие народы. И поэтому они лишь солидарны и призывают русских: давайте объединимся, давайте соединимся и вместе сметем этот преступный режим и установим в российском государстве демократическое управление. Спасибо вам большое, и я надеюсь, что мы с вами еще будем на связи, будем общаться. Будем на связи, будем говорить, будет о чем поговорить, события будут только ускоряться, и события будут в последующем очень интересны. Всех благ вам. И вам тоже.